В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Гагру, где ознакомился с ходом строительных работ на некоторых объектах. Уже в следующем году в главном курортном городе страны появится новая школа и большой современный торговый центр. Кроме того, отреставрированный санаторий Амра уже сейчас принимает постояльцев. Строительство Гагарской средней школы началось в середине прошлого года в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Строительство началось с нуля. Старое здание школы вплоть до фундамента было демонтировано. Сейчас здесь уже полностью возведены два основных корпуса школы, спортивные и актовые залы. Все строения покрыты кровлей, установлены стеклопакеты. На 100% выполнено устройство ЖБ-каркасов на всех корпусах, А, Б, В, Г, 4 корпуса тут у нас. Ведется работы по устройству вентиляции, дымоустранений, а также устройство внутреннего водопровода, канализации, внутреннего электроснабжения. Сметная стоимость проекта с оснащением и мебелью составляет 377 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком является государственная компания «Апснарглара». О ходе строительных работ главе государства рассказал ее директор Тимур Ткибучава. Школа рассчитана на 700 учащихся и обещает стать самой большой и функциональной в стране. Здесь будет все необходимое для организации качественного учебного процесса. Строительные работы идут согласно графику, и при стабильном финансировании учебное заведение уже 1 сентября 2019 года примет учащихся. Лимита этого года мы уже практически освоили. Значит, он составлял 75 миллионов рублей на 2018 год, а в прошлом году мы освоили 140 миллионов с августа по декабрь. Ну, у нас все идет по плану, и если не будет проблем никаких с финансированием, то мы готовы в сроки этот объект сдать, то есть к учебному следующему году. В рамках рабочей поездки Рауль Хаджимба также побывал в санатории Амра, который был отремонтирован за счет средств инвестиционной компании «Ахра». Некогда очень популярный у советских чиновников дом отдыха заиграл совершенно новыми красками. Здесь обновлено практически все. Правда, инвесторы сохранили исторический вид и фасада, и всех внутренних помещений. Также была отреставрирована некоторая мебель. Мы выросли здесь, наши предки здесь, наши братья. Конечно же, мы постарались и стараемся заработанные деньги вкладывать там, где мы родились, где наш народ живет. Нам это интересно, нам хочется. Мы очень благодарны за поддержку президента, за понимание. Спасибо огромное. Даже в это время года в санатории есть постояльцы, а на Новый год здесь забронированы все места. В отеле 150 номеров, рассчитанных на 300 человек. Что особенно радует, здесь создано свыше 100 рабочих мест, так как кроме комфортного отдыха санаторий предлагает своим посетителям все виды амбулаторной помощи и санаторно-курортного лечения. Всего 42 вида деятельности, включая бальнеотерапию, а именно грязелечение, водолечение, физиопроцедуры, гидромассаж. Здесь есть врач-эндокринолог, терапевт, кардиолог, лор-врач, которые в случае необходимости проконсультируют и назначат необходимые постояльцу процедуры. Затем президенту показали еще один объект в Гагре, который строит та же инвестиционная компания. Совсем скоро в самом центре города появится современный трехэтажный торговый центр. На первом этаже будут пекарни и кондитерские, на втором продукты питания, на третьем промтовары. Появление в стране инвесторов, наших соотечественников, особенно значимо и важно, отметил глава государства, подводя итоги поездки. Мы часто слышим о том, что к нам не идут инвесторы. Но, слава Богу, вы сегодня видели, что пришли к нам наши же граждане, которые работают в России, заработали денег и сегодня все свои возможности пытаются реализовать здесь, в Абхазии. Тот же объект, на котором мы с вами были, где практически созданы современнейшие условия курортологии и отдыха людей, приезжающих к нам в Абхазию, Ну и не сомневаюсь в том, что в этом процессе должны быть задействованы и наши люди. Таких возможностей медицинских, по-моему, мало где. Мы должны
все вместе, без заглядки на какие-либо политические, конъюнктурные вопросы. Вот чтобы и телевидение, все средства массовой информации доносили бы до нашего населения, что у нас есть такие возможности, что наши люди готовы работать для того, чтобы реально развивать свое государство. Строительство и этого объекта, и других объектов, где мы с вами были, дадут дополнительные бюджетные возможности как для самой Гагры, так и для республики в целом. Такого рода инвесторы, такие люди должны поддерживаться государством, и мы будем это делать. В завершение поездки Рауль Хаджимба побывал в районном отделении Службы государственной безопасности Абхазии. Помещение, в котором располагалось Гагрское отделение СГБ, сгорело в прошлом году. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. До настоящего момента ремонт осуществлялся за счет финансовых средств самого ведомства. Правда, чтобы завершить все необходимые работы, их оказалось недостаточно. Глава государства пообещал помощь в этом вопросе. В честь 25-летия Победы и независимости Республики Абхазия указом президента Рауля Хаджимба сотрудники Министерства внутренних дел, участвовавшие в Отечественной войне народа Абхазии, были награждены медалями за победу. Сегодня в МВД прошла торжественная церемония награждения ветеранов войны. Репортаж Саида Джарсалия. Мероприятие началось с торжественного построения личного состава Министерства внутренних дел республики. Затем сотрудники милиции возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии и при исполнении служебных обязанностей. В сложный для нашей Родины период на защиту Отечества встали 408 сотрудников милиции. Из их числа 41 человек погиб на поле боя, а 80 при исполнении своих должностных обязанностей уже после войны. 28 человек удостоены высокого звания Героя Абхазии. 62 ветерана являются кавалерами ордена Леона, и 83 сотрудника награждены медалями за отвагу. Министр внутренних дел Гарри Аршба поблагодарил всех ветеранов за проявленную стойкость и выдержку и отметил, что их жизненный и служебный опыт является примером для подрастающего поколения. Сотрудники милиции, как и весь наш народ, стоял плечом к плечу, активно защищая нашу страну. Мы равняемся на наших старших, кто был крепок духом, ветераны органов внутренних дел, которые по сегодняшний день служат в нашей системе Министерства внутренних дел. Спасибо вам огромное, уважаемые ветераны, за то, что вы есть, за то, что вы являетесь оплотом мужества. Подрастающее поколение поддерживает вас, подрастающее поколение равняется рядом с вами. Спасибо огромное. Затем Гарри Аршба лично вручил медали за победу каждому из присутствующих ветеранов. Председатель Ассоциации ветеранов Министерства внутренних дел, участников Отечественной войны народа Абхазии Асланд Гебия в выступлении отметил, что сотрудники милиции прошли через многие испытания и внесли большой вклад в становление республики. Эти награды каждый из вас, присутствующий здесь, заслужили 25-летие победы над врагом. Это дорогого стоило для всех нас. Хотелось бы, чтобы все вместе, как и ранее, были бы, но, к сожалению, возраст наш подходит. Молодые идут, служат, и очень бы хотелось, чтобы молодые были примером для всех. На сегодняшний день списки ветеранов-участников войны до конца не утверждены и пополняются. Министр внутренних дел Гарри Аршба заверил всех, что никто не забыт и каждая награда найдет своего героя. Саид Джарсалия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Он отмечается с 1991 года решением Международной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохранения в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире. В Абхазии вот уже 5 лет в День борьбы с сахарным диабетом проводятся акции, направленные на выявление болезни. В течение всего дня в Сухумской городской клинической больнице был развернут пункт сдачи крови. Любой желающий мог бесплатно проверить уровень сахара. К 11 часам утра уже было обследовано около 50 человек. Как оказалось, у 4 уровень сахара был повышен от 9 до 16, что может говорить о наличии заболевания сахарным диабетом 2-го типа. Проведение подобных акций необходимо. По доброй традиции нашей больницы мы отмечаем этот день каждый год. Половина больных сахарным диабетом по статистике даже не знает о том и не подозревает о том, что у них сахарный диабет. Для этого именно важны такие акции.
При этом при впервые выявленном диабете у каждого пятого уже грозное осложнение на момент постановки диагноза. К Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом наш корреспондент Алиса Шамба подготовила специальный репортаж, который выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Накануне вечером из-за аварии на высоковольтной линии Очамчира-220 в нескольких районах Абхазии была прекращена подача электроэнергии. Специалисты Черноморэнерго оперативно выехали на место происшествия и приступили к устранению последствий аварии. Для этого аварийным бригадам понадобилось около 5 часов. Ремонтные работы завершились к утру 14 ноября. Вчера после 18 часов произошла авария на ВЛ-220 Очамчира в связи с резким повышением нагрузок по территории Абхазии из-за холодов. В районе Араду было повреждение, упал провод. После мы передок получили с Российской Федерации. Все бригады высоковольтной сети РУП Черноморэнерго и Гальской бригады выехали на аварию, устранили. В 10:00 подали напряжение уже наше местное. Союз журналистов Абхазии заключил соглашение о сотрудничестве с Союзом журналистов России. Церемония подписания документов прошла в Москве в Доме журналиста в день празднования столетия российской организации. Союз журналистов России в этот день также подписал соглашение о сотрудничестве с творческими объединениями журналистов Китая, Южной Кореи, Франции, Польши, Кипра, Сирии и Монголии. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, соглашение предусматривает тесное сотрудничество и взаимодействие. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашек поздравил Союз журналистов России с юбилеем и вручил Владимиру Соловьеву трехтомник Александра Орлова-Кречмера «Образы Абхазии», а также от имени посольства Абхазии в России памятную медаль, посвященную десятилетию признания Абхазии Россией. В Абхазии начинается новый национальный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Абжи Схоу». В нем могут принять участие дети от 9 до 16 лет. Автор проекта «Абжи Схоу» Хибла Мукба на пресс-конференции рассказала журналистам об основных целях проекта. Репортаж Алики Трапш. Автор нового проекта «Абжи-Схоу», певица и композитор Хибла Мукба рассказала, что идея создания такого рода проекта возникла у нее давно, но по множеству причин она не могла осуществить его. И вот, наконец, это стало возможным. Конкурс «Абжи-Схоу» направлен на выявление новых талантливых молодых исполнителей. «Абжи-Схоу» направлен на содействие творческого роста молодых начинающих исполнителей в возрасте от 9 до 16 лет. Он будет проходить 2 этапа. Первый этап – это кастинг, который состоится 25 ноября. А второй этап – это уже конкурс, который проходит в 2 дня. Первый день, значит, конкурсанты исполняют известные мировые хиты на разных языках. Второй день – это тоже конкурсный день, обязательное исполнение абхазской песни. Подать заявки на участие в конкурсе «Абжи-Схоу» могут все желающие. Но в финал конкурса, который состоится в марте 2019 года, попадут только 16 исполнителей. И именно им предстоит побороться за призовые места и гран-при фестиваля. Заниматься вокалом с конкурсантами будут профессиональные педагоги. Креативный директор проекта «Абжи-Схоу» Ада Адлиба рассказала, что конкурс способствует популяризации абхазских песен среди молодежи. Для нас самое важное, чтобы там звучали абхазские песни. Мы очень хотим, чтобы этот конкурс стал еще одним местом, где популяризовалась бы абхазская песня. И, конечно, это нужно начинать именно с детей. Кастинг будет проходить в городе Сухум, но мы ждем участников со всей Абхазии. Приезжайте, звоните по телефону 7503 503, все справки будут именно по нему. Организаторы проекта надеются, что конкурс «Абжи-Схоу» получит большой отклик среди талантливой молодежи нашей республики и станет ежегодным национальным. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. На канале Абхазского телевидения стартует новый проект под названием «Независимость» о проблеме наркомании в Абхазии. В передаче будут звучать мнения врачей, психологов, представителей правоохранительных органов. А главное, в ней много правдивых историй от людей, которые не понаслышке знают об этой проблеме и расскажут о том, как победить недуг. С сегодняшнего дня новый проект будет выходить каждую среду.
Понимание этой проблемы всегда было на абхазском телевидении. Мои коллеги неоднократно эту тему поднимали в своих программах, в репортажах, но у нас не было регулярной программы о наркомании. Не так давно к нам обратился отец Давид Сарсаня с идеей о создании на канале абхазского телевидения регулярной программы о наркомании. Естественно, руководство АГТРК эту идею поддержало, и мы решили сделать такой еженедельный проект о наркомании. Конечно же, мы будем рассказывать истории, показывать истории реальных людей, которые столкнулись с этой проблемой. Возможно, их опыт выздоровления, их опыт преодоления этой страшной тяги поможет кому-то выбраться из этого замкнутого круга. Мы хотим показать альтернативу, к чему нужно стремиться. У нас масса молодых людей, которые являются примером для подражания. Люди, которые успешны в спорте, в бизнесе, в искусстве и так далее. Вот этих людей нужно побольше рекламировать, их пиарить, рассказывать о них. Цель вообще проекта в целом – это привлечь внимание общества к этой проблеме. Программа, кстати, будет выходить на 2 языках. Мы преднамеренно первые 2 выпуска будем делать на русском языке в связи с тем, что не все граждане владеют абхазским языком, а мы бы хотели эту информацию донести до всех наших граждан. Но позже, естественно, мы будем делать и на абхазском языке в том числе. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 8-13 градусов тепла. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.